В эфире Канашского телевидения информационный выпуск «Вести недели» в студии Евгения Карпчева. Здравствуйте. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших в теракте 11 мая в Казани. Канаш скорбит вместе с вами. Жители города Канаш пришли разделить боль и горечь утраты в связи с трагедией, произошедшей в городе Казань. На центральной площади был установлен временный мемориал память о невинно погибших детях и учителях. Горожане зажгли свечи памяти, возложили цветы и игрушки. Казань, мы скорбим вместе с вами. Как вы думаете, почему такое количество людей пришло сегодня поддержать данную акцию? Действительно, у нас в городе Канаш оказалось, что все люди услышали про эту чудовищную трагедию, которая произошла в гимназии города Казань. И я, вот как депутат собрания депутатов города Канаш 7-го созыва, Змудинов Ильсур Ринатович, и Канашский район здесь представлен. Огромное количество неравнодушных людей, все подходят и подходят, несут цветы, несут игрушки, несут свечи. Тем самым мы выражаем солидарность и хотим хоть немного разделить горе родных и близких, тех, кого коснулась эта трагедия. Действительно страшная трагедия. Как вы считаете, какие можно предпринять меры, чтобы больше такого не повторилось? Однозначно я сейчас не отвечу. Конечно, меры государством предпринимаются, но это ответственность, во-первых, родителей за своих детей, за воспитание детей, за то, чтобы у детей формировалось правильное мировоззрение, отношение к жизни не потребительское, а ответственное и осознанное, чтобы не повторялось никогда этих трагедий. Основа основ воспитания – это семья. Если в семье ребенок получит нормальное воспитание, достаточно любви, то многих трагедий, подобных этой, можно будет избежать. Здравствуйте, меня зовут Зоя Орлова, и я в городе Канаш уже много лет волонтерствую. И такое проявление насилия и жестокости мы не могли оставить в стороне. Это не акция какого-то красивого мероприятия, это акция только в поддержку тех родителей, которые потеряли своих детей. У меня у самой 2 детей, и за их жизнь бесконечно страшно. И я бы только хотела сказать всем: берегите своих детей, пожалуйста. В городе Канаш прошел традиционный субботник. Граждане города приняли активное участие в облагораживании придомовых территорий, памятников и скверов. Были посажены деревья за Канашским городским парком. Около торговых центров и магазинов разбиты клумбы. Подробнее в нашем репортаже. Жители города Канаш присоединились к Всероссийскому субботнику. Традиционно каждый год волонтеры местного отделения участвуют в субботниках. Происходит благоустройство наших памятников, монументов славы, братских могил. И отрадно видеть, что наше молодое поколение принимает самое активное участие. Одновременно происходит и благоустройство, и патриотическое воспитание нашего подрастающего поколения школьников и студентов. Молодое поколение чтят память наших ветеранов, так как очень важно помнить подвиг наших дедов и прадедов, которые подарили нам мирное небо над головой. В ходе субботника на улице города был убран накопившийся за зиму мусор, выметены дорожки и площадки около зданий, проведена уборка мусора с берегов реки Аниш, ликвидированы несанкционированные свалки, разбиты клумбы, посажены цветы и деревья. Участники субботника получили весь необходимый для работы инвентарь. Была задействована специализированная техника. В Канаше состоялось собрание депутатов 7-го созыва. Заслушан доклад по исполнению бюджета за прошлый год.
Выдвинута кандидатура на звание почетного гражданина города Канаша. Эти вопросы обсудили на очередном собрании депутатов, рассказывает Светлана Солина. В Канаше состоялось собрание депутатов 7-го созыва. На собрании говорилось об исполнении бюджета города Канаш за 2020 год. С докладом выступила Татьяна Скворцова, исполняющая обязанности начальника финансового отдела администрации города Канаш. Она сообщила об использовании бюджета. В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и законом 131 об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации предлагается утвердить отчет об исполнении бюджета города Канаш за 2020 год по доходам в сумме 1 миллиард 131 миллион 539 тысяч рублей, по расходам в сумме 1 миллиард 132 миллиона 367 тысяч рублей с превышением расходов над доходами, то есть дефицит бюджета города Канаш в сумме 828 тысяч рублей. Итак, бюджет города Канаш за 2020 год исполнен по доходам в объеме 1 миллиард 131 миллионов рублей, что составляет 97,7% годовым значением, со снижением к уровню 2019 года на 203 миллиона или на 15%, в том числе по собственным доходам, налоговые и неналоговые доходы исполнены в сумме 248 миллионов или 107,5% годовым значением, со снижением к уровню 2019 года на 12,5% или на 35 миллионов рублей. На образование в 2020 году направлено 572 миллиона рублей. Средства направлены на содержание дошкольных образовательных учреждений в размере 237 миллионов рублей, в том числе 26 миллионов за счет средств местного бюджета. За счет средств республиканского и местного бюджета на приобретение и ремонт направлено 23 миллиона. Так, эти денежные средства переданы детскому саду номер 1 в размере 9 миллионов. Это ремонт зданий, разработка ПСД, стройконтроль. Детский сад номер 2 1 792 на создание условий для получения детьми-инвалидами качественного образования, на стройконтроль. Детскому садику 9-му на установку окон, 13-му на ремонтные работы, 14-му на установку окон, 16-му ремонт и установку окон, 18-й капитальный ремонт и услуги стройконтроля. 20-й садик приобретения указателя. На содержание общеобразовательных учреждений в 2020 году направлены средства в размере 284 миллионов рублей, в том числе из них 16,6 рублей за счет местного бюджета. Кроме того, на текущий ремонт и приобретение для школ были введены средства республиканского из местного бюджета в сумме 43 миллионов рублей, в том числе из них на софинансирование мероприятий 3 миллиона 700. Накануне Дня Победы принято вспоминать людей, погибших во имя защиты интересов нашей Родины в разные годы. Символично и то, что воины-интернационалисты являются прямыми наследниками ветеранов Великой Отечественной войны. Ежегодно ветераны боевых действий в Афганистане, участники контртеррористических операций на Кавказе и других локальных конфликтов, родные и близкие павших воинов-интернационалистов возлагают цветы в дань памяти погибших во имя защиты интересов нашей Родины в разные годы. В сквере афганцев в дань памяти погибших во имя защиты интересов нашей Родины в разные годы состоялось возложение цветов и вручение памятных медалей ветеранам боевых действий. Почтили память павших воинов-кадеты лицея государственной службы и управления города Канаш. В знак памяти павшим и великой благодарности живым участникам войны, которые своей жизнью и тяжелым трудом обеспечили великую победу над немецко-фашистскими захватчиками, в городе Канаш состоялось возложение венков и цветов к братским могилам, вечному огню мемориала славы и обелиску славы воинам-вагоноремонтникам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Их в списке 166 человек. Из-за действующего режима самоизоляции церемония возложения прошла в ограниченном формате с соблюдением необходимых мер защиты. В мероприятии приняли участие глава города Канаш Андрей Константинов и глава администрации Виталий Михайлов. Подробности в нашем репортаже. В Великую Отечественную войну в боях за Родину погибли 827 канашцев. Их память пришли почтить глава города, депутаты и горожане. На возложение цветов побывала и наша съемочная группа. Участники церемонии минуты молчания почтили память погибших на фронтах Великой Отечественной войны. В Канаше не было традиционных праздничных гуляний, однако многие канашцы посчитали своим долгом прийти к вечному огню и поклониться героям, возложить цветы. Праздник, конечно, радостный, но он со слезами на глазах, потому что война коснулась каждой семьи, каждого дома. В спортивном зале комплекса «Локомотив» города Канаша состоялся третий открытый турнир по вольной борьбе «Наследники Победы». Подробнее далее.
дома. Третий открытый турнир по вольной борьбе «Наследники Победы» на призы мастера спорта международного класса, призера первенства мира и Европы Антона Афанасьева прошел в спортивном зале «Локомотив» города Канаш. На ковер вышли 165 борцов 2005, 2006, 2007, 2008, 2011 и 2012 годов рождения из Чувашской республики, а также города Москвы и Московской области. В рамках турнира определили победителей и призеров в 14 весовых категориях. На этом наш выпуск подходит к концу. Всех благ вам и здоровья. До новых встреч!